Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. В книге рассматриваются причины появления, расцвета и гибели тюрко-татарских государств. Сделана попытка выявления основных фаз исторических процессов на евразийском пространстве. Дан краткий обзор многочисленных тюркских государств с древнейших времен до сегодняшнего дня. Выпуск 39. Астраханский юрт. Астраханское ханство. 1459-1556 годы. Астраханское ханство образовалось в 1459-60 годах во главе с ханом Махмудом. Выгодное местоположение способствовало восстановлению торговых связей Астрахани с Хорезмом, Бухарой, Казанью. В годы правления Касима, сына Махмуда, между Астраханью и Московским княжеством установились торговые отношения. Астраханские ханы принадлежали к роду жучидов, являясь потомками Тукай-Тимура, младшего брата Батухана. От последнего они получили удел, в который входили полуостров Мангышлак, Прикаспийская низменность с Хаджи-Тарханом, Астраханью, и земли асов на Северном Кавказе. Позднее потомки Тукай-Тимура заняли престолы в Крымском, Казанском, Астраханском, Бухарском и Касимовском ханствах. По размеру Астраханское ханство было относительно небольшим. На западе ее территория простиралась до реки Кубань и нижнего течения Дона. На востоке доходила до реки Бузан и граничила с Ногайской Ордой. На юге граница ханства достигала реки Терек, а на севере доходила до широты Переволоки. Большую часть территории государства занимали бесплодные солончаковые степи. Население ханства в основном было сосредоточено в дельте Волги. Ханство находилось в зависимости от своих более сильных соседей – Ногайской Орды и Крымского ханства. В 1554 году с помощью московских войск на трон Астраханского ханства был посажен Дервиш Али с условием платить дань Московии. Интриги внутри Ногайской Орды и жалоба на Дервиш Али, поданная ханом Исмаилом на имя Ивана Грозного, привела к обострению отношений Москвы и Астрахани. Сам Дервиш Али был обвинен в измене. 2 июня 1556 года отряд казаков атамана Ляпуна Филимонова подошел к Астрахани. Дервиш Али бежал вместе с войском в Азов к туркам. Астрахань была взята без боя отрядами воеводы Ивана Черемисинова и атамана Филимонова. Конец выпуска. Продолжение следует. Давам и бар.